ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 11:10, школа номер 19. Из окон на втором этаже валит дым. Горит кабинет английского языка. Так стартует учебная эвакуация. Из здания вывели 644 ребенка и 46 сотрудников. Некоторых не досчитались. Их заранее проинструктировали и спрятали где-то в здании. Не страшно. Не бояться и стоять на месте. Найти потеряшек – дело пожарных. Первым делом – проверка очага возгорания. В задымленном кабинете молодая женщина. Ее спускают по автолестнице. Дальше – школьные кабинеты. На найденных учеников одевают оранжевые спасательные устройства. В такой капюшон ежеминутно подается 25 литров воздуха. Пожарному для сравнения 32 литра. Итог – спасено 2 манекена и 5 школьников. Все малыши не просто ученики этой школы, но и из семей пожарных. Во-первых, дочурку мне, конечно, было не страшно пускать, потому что это учеба есть учеба. У нас был свой театральный дым, то есть он, как говорится, без запаха, без вреда, без последствий. То есть она была все равно мною проинструктирована в данном отношении. В последний момент, конечно, она тоже как бы не знала, просто готовилась, что будет эвакуация. Помимо пожарных привлечены медики и спасатели. Совместные учения помогают быстрее реагировать в реальной ситуации. Специалисты по сей день вспоминают историю с пассажем. Трагедия, произошедшая 10 лет назад, до сих пор остается самым главным и самым громким примером. Один из спасателей, который перерезал оконные решетки в горящем здании, сегодня повторяет это вновь. Время немного не занимает. В принципе, если у нас все есть оборудование, у нас гидравлический инструмент, бензорез, спилил решетки, если там пострадавший, есть альп-снаряжение, можно спустить его по веревкам. Но у нас единственное, допуска нет на пожары. То есть мы помогаем чисто пожарным. Поэтому сегодня спуском пострадавших занимаются огнеборцы. Они вытаскивают макет чучела пострадавшего. Его опускают на землю по веревке и при помощи куба жизни. Для тушения учебного пожара привлечены 2 автоцистерны, 4 расчета, 20 огнеборцев, в том числе 9-й отряд, подразделение нефтяной компании. Они показывают детям работу одной из автоцистерн. Примечательно, подобных в нашей стране всего 3 штуки. Специальная автоцистерна, машина называется «Натиск», специальной пеной для тушения. Почему идет задержка? Потому что сначала идет прогон воздуха, после чего подается пенообразователь для тушения горюче-смазочных материалов. Школьникам разрешили попробовать себя в роли огнеборцев, дали специальные куртки и каски, после допустили до пожарных рукавов. Как сообщил начальник Ухтинского гарнизона пожарной охраны, эвакуации будет поставлена оценка «хорошо».